Кийинки сөз суроо берүү үчүн Алимжанов Фархат Айбекович. После запрета банкам вывоз наличной валюты может происходить через юридические и физические лица. Валютные интервенции Нацбанка, возможно, идут на вымывание в российскую экономику, учитывая запрет экспорта долларов в Россию. И очень важный вопрос. При нынешних условиях, как это будет регулироваться? Уважаемый Фархат Айбекович, спасибо большое за вопрос. На самом деле вот этот вопрос уже поднимался, что да, идет такая информация, что возможно идет вымывание валюты в Российскую Федерацию. И как я уже до этого отмечал, в принципе, мы анализируем эту ситуацию. И одним из действий, которые Национальный банк предпринял, это вот мы внесли изменения в систему определения расчета официального курса рубля. Это первый шаг. Ну, второй шаг, конечно, мы думаем над этим. А так в целом, как уже вы все прекрасно знаете, большинство товаров поступает из России, и оплата за большинство российских товаров производится в долларах. И здесь, конечно, трудно определить, это идет ли на самом деле оплата за товары и услуги в Российскую Федерацию или просто происходит спекулятивная операция с иностранной валютой. Мы сейчас тоже это анализируем. И как я уже отмечал, в принципе, мы сейчас вот вместе с правительством, в правительство мы вносим предложение, чтобы все поставки российских товаров осуществлялись за рубли. То есть ценообразование происходило за рубли, и оплата происходила за рубли. За ГСМ, за газ, за продукты питания и так далее. Вы правильно сказали, что есть такие слухи, поэтому регулировать нужно. Ну, какова вот эта стратегия, да, Нацбанка? Какова стратегия Нацбанка в данном вопросе? Вот одно из этих действий, которые мы предприняли, это запрет на вывоз коммерческими банками, обменным бюро, микрофинансовыми институтами наличного доллара. В принципе, раньше как банки работали? Они вывозили наличные доллары и меняли там на безналичные доллары. Но сейчас вот в связи с тем, что Мосбиржа не совсем стабильно работает, и есть такая существенная разница между курсами, которые на Мосбирже фиксируются, и то, что в обменных бюро в России, и теми курсами, которые фиксируются на других иностранных площадках, то там, возможно, появляется возможность арбитража. В связи с этим вот было принято решение о пересмотре расчета официального курса рубля. Понятно. Спасибо. На законопроект. На прошлом заседании вы сказали, что прибыль Нацбанка выросла за счет курсовой разницы. Ну, ваш председатель, то есть. Как повлияет сегодняшняя ситуация с ростом доллара на прибыль Нацбанка по итогам 2022 года? Уважаемый Фархат Айбекович, здесь все будет зависеть от того, будем мы делать интервенции или нет. Если мы будем продолжать делать интервенции, то, в принципе, прибыль будет увеличиться. Но мы за, чтобы интервенция была, чтобы сегодняшнюю панику, да, снизить. Вот здесь, уважаемый Фархат Айбекович, я еще раз повторюсь, что получение или извлечение прибыли не является целью Национального банка. Мы не преследуем такую цель, как получение прибыли. Наша основная цель – это чтобы была стабильность цен, чтобы была финансовая стабильность в финансовом секторе, чтобы все наши платежные системы бесперебойно работали. Не, нам интересно, потому что прибыль нам интересна, потому что республиканский бюджет уже попадает. Вам-то мы цели знаем. Но в сегодняшний момент интервенции надо держать, чтобы курс а то на рынке чуть-чуть паника из-за этого. Совершенно верно, поэтому для сглаживания резких колебаний мы и производим интервенции, чтобы избежать паники. Понял, спасибо. Рахмат. Рахмат. Сөз депутат Масабиров Талайбек Айтмаматовичте. Рахмат.